В эфире «Актуальное интервью». Якутия из федерального бюджета получит на переселение из аварийного жилья 60 миллионов рублей. Это самая крупная сумма среди регионов для новой программы, которая стартует с 1 января следующего года. Деньги потратят на расселение почти 1 миллиона квадратных метров. Однако в Якутии сохраняется проблема с выполнением еще прошлой программы. Сложная ситуация складывается в поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района. Как решается проблема, поговорим со Станиславом Будоевым, главой поселка Серебряный Бор. Станислав Николаевич, здравствуйте. Главой поселка вы стали вот как раз в конце прошлого года. Вам досталось серьезное такое тяжелое наследство. До сих пор не сданы 5 домов по программе переселения, и как раз их в прошлом году ввести должны были. Как сейчас людей, ждущих переезд, будут обеспечивать жильем? Да, здравствуйте. Действительно, на сегодняшний день у нас существует проблема по вводу в строй 5 домов компании «Застройщик Созвездия». Дома должны были введены быть в сентябре 2017 года, даже по дополнительным соглашениям, которые были не совсем правомерно заключены. Срок сдачи домов отодвигался на декабрь 2017 года, потом периодически, каким-то образом застройщик компания обещала февраль, март, апрель и так далее. Но на сегодняшний день, как говорят, что телега на том же месте, на котором стояла, когда я вступил в должность в конце 2017 года. Да, действительно, программа должна быть завершена в этом году, и люди, независимо от того, люди ни в коем случае не должны страдать, ждущие эти квартиры. Поэтому, правительством Республики Александром Сергеевичем было принято решение о выделении дополнительных средств для того, чтобы мы могли уйти на вторичный рынок, чтобы всех эти 183 семьи, которые у нас остались непереселенными, обделенными, так сказать, чтобы их мы смогли переселить. Первый транш у нас на 100 миллионов уже отработан, то есть выделилось на первом транше 100 миллионов, на 81 семью, то есть это, заключались, то есть выкладывалось на электронной площадке, там объявлялись муниципальные торги, и, то есть выкупали на вторичном рынке торги. Это в городе Нерюнгри, поселке Серебряного. Сейчас у нас уже второй транш, порядка 200 миллионов выделено, чтобы всех окончательно переселить. Торги уже, то есть на электронной площадке уже вся информация размещена, и мы ждем только окончания торгов. Лимиты до нашего муниципалитета доведены, то есть до конца года все абсолютно люди, все абсолютно жители, все абсолютно семьи, кому полагается переселение из ветхого аварийного жилья, этот вопрос до конца года будет закрыт. Но это опять же, это меры, которые принимались уже в таком чрезвычайном порядке. Это опять же благодаря суммы, которые выделены порядка 300 миллионов, это сверх той программы, на что уже были потрачены деньги республиканские, федеральные в основном, небольшой процент муниципального софинансирования было. Компания «Застройщик Созвездия», вся сумма выплачена, грубо говоря, на 99,9%, но дома недостроены. Такая ситуация примерно. То есть переселять людей будут уже во вторичный рынок? Да, на вторичный рынок. А что касается домов самих, то есть когда планируют сдать проблемные дома, кто их будет достраивать? На сегодняшний день, в течение года мы неоднократно, скажем так, изначально вступали в переписку, какие-то там совещания различные с администрацией компании «Застройщик», с директором Семеном Семеновичем, с господином Бураковым, о том, чтобы они нам передали эти незавершенные объекты строительства, чтобы нам передали муниципалитет на баланс. На сегодняшний день являются они ими, как застройщик, они у них на балансе висят. И чтобы мы смогли их достроить, потому что скажем, пока дома находятся в собственности у них, никто деньги не выделит на завершение строительства. И если бы в свое время, скажем так, когда только все это началось, компания «Застройщик» передала незавершенные объекты строительства, нам то первого транша порядка 100 миллионов, может быть, немножечко больше, хватило бы достроить и ввести в эксплуатацию эти 5 домов. Такая ситуация, мы сегодня я почему нахожусь здесь в Якутске, то есть у нас, так сказать, судебная тяжба идет с компанией «Застройщик», мы подали на них в суд, на возмещение штрафных санкций, там есть и пени, штрафные санкции, но основная задача, мы готовы пойти на мировые какие-либо договоренности, мы им предлагали тоже, различные мировые соглашения, готовы пойти на какие-либо уступки. Основная наша задача, чтобы они нам передали объекты незавершенного строительства. Речь идет о компании? О компании «Застройщик Созвездия». Созвездие, да. А каким-то способом на нее возможно ли влиять, грубо говоря, давить на нее, что ли?
Ну вот единственный способ давления, который в рамках нашего законодательства, это вот то, что мы обратились в арбитражный суд Республики Саха-Якутия о том, чтобы, значит, вот контракт не исполнен, муниципальный контракт не исполнен, сроки, значит, и дома не переданы нам, квартиры не переданы нам в собственность, поэтому мы подали в суд, чтобы было судебное решение, чтобы уже в рамках судебного решения нам передали. И тогда будет приниматься отдельное решение правительством республики нашему, чтобы, значит, проводить, значит, достроить окончательно завершить строительство. Да. А вот в июне этого года глава Якутии Айсен Николаев во время визита в поселок Серебряный Бор, комментируя возникшую ситуацию, заявил, цитирую: «Объяснил господину Буракову, либо он отдает недостроенные здания в муниципальную собственность, либо идет под суд». Алексей Бураков, управляющий компанией «Рост», которая выступала генподрядчиком строек. Название этой компании было указано в паспортах объектов. И ждет ли его наказание? Ну, я так думаю, что наше законодательство наказание неотвратимо, но сложно сказать. Различные органы различных следственных наших силовых структур занимаются, как прокуратура. Этим делом занимается так, значит, и ФСБ, и МВД, этим всем делом, значит, все эти структуры занимаются. С нашей стороны во все эти инстанции были написаны обращения, и, значит, тут последнее письмо было написано прокуратуре республики, чтобы каким-то образом отреагировали, тоже помогли сдвинуть с мертвой точки. Ну, я же, как бы вот я до этого сказал раньше, что дома до сих пор не переданы. Чем руководствуется вот Алексей Бураков, мне сложно сказать, то есть никаких-то внятных доводов нету, почему они там вот не передают нам дома. Я считаю, что это было бы абсолютно таким, значит, вот самым идеальным решением, и для них в частности, чтобы нам передать эти дома, незавершенные объекты строительства, в рамках какого-либо там мирового соглашения можно было уйти, во всяком случае, от штрафных санкций, от пени, это можно было бы вот этого всего избежать. Ну, вот вообще сейчас, я так понимаю, пытаются выяснить, где находится господин Бураков. Вот по поводу того, какие-то вот оправдания за срыв он комментировал, не комментировал? Он не скрывается, он абсолютно не скрывается. Периодически, когда приезжает, значит, ну, кто-либо из Министерства строительства и архитектуры в республике, там, члены правительства приезжают, он старается, к нам в Неринг, он старается присутствовать, ну вот не далее, чем на прошлой неделе, он там у нас было совещание с представителями Минстроя, значит, он присутствовал, но опять же никаких внятных доводов я не услышал. Я слышу только лишь то, что мы достроим, мы завершим, мы как бы... Значит, хотя бы по попытке как-то оправдаться были? Ну, какие есть попытки, конечно, есть оправдаться. Понятно, глупо было, если бы они не оправдались, но они абсолютно такие, в общем. Ну вот в первую очередь все-таки программа переселения, мы говорим о самих жителях, о населении, как вот на это все реагирует население, какое-то с ними работа проводится, общение. Население, то есть, ну, людей абсолютно понятно. Значит, любой человек, когда живет как на пороховой бочке, все эти дома старые, там коммуникации, соответственно, конечно, уже мы вот боимся, что если бы не было принято решение на уровне правительства, на уровне главы нашей республики Александра Сергеевича Николаева о выделении дополнительных средств, чтобы, значит, эту программу до конца года завершить, я боюсь, что, ну, я не знаю, как бы мы переживали вот эту зиму, потому что все коммуникации, которые к домам подведены, наружные и внутренние, все, конечно, уже пришли в полную негодность, потому что поселку 40 лет, он строился как временный, значит, ну, и ни разу капитального ремонта не было, и поэтому, конечно, вот в зиму пока не было принято это решение, мы в зиму входили там широко открытыми глазами и со сложным... Ну, мы понимали, конечно, что мы все это переживем, поборем, но нам было бы очень тяжело. Ну, вот говорят тоже, опять же, про население, то есть, да, ждут они переезда, ну, буквально у нас там последняя минута остается. То есть вы, я так понимаю, встречаетесь с жителями? Ну, периодически, конечно, у нас и прием. Как-то они с пониманием относятся или... Нет, на самом деле, кто-то с пониманием, кто-то нет. Ну, я понимаю абсолютно людей. Я не знаю, как бы я на их месте повел себя, потому что это действительно, все вот это длится с 2013 года, и, значит, люди живут как на пороховой бочке. Вот, и пока вот это не было принято последнее решение, что вот все-таки вот выделение денег во вторичный на вторичный рынок, то есть какой-то вот, ну, что-то для людей уже, вот, даже изначально, первоначально, когда это было принято решение, мы с людьми встречались, говорили, конечно, люди относились там с недоверием к этому, что... Но сейчас уже какая-то уверенность у них есть? Да, я же говорю, значит, первый этап на 81 семью уже контракт отыгран, идут уже выплаты, идут проплаты уже собственникам, квартиру купаем, значит, по второму этапу оставшиеся семьи, лимиты доведены, на площадке, на электронной все тоже муниципальные контракты, вот, то есть вот на электронной площадке
на торгах, все уже выложено. Если, может быть, и затянется там, ну, захватится январь, то это там, ну, какие-то, может быть... Считанные дни? Нет, да, ну, там, значит, есть же законодательство, которое предусматривает у нас, вот, там есть какие-то бюрократические нормы, даты, вот, которые мы должны выдержать. Станислав Николаевич, спасибо большое, что пришли в нашу студию, ответили на наши вопросы. Желаю вам успехов в вашей работе. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.